К сожалению, вот политическая история Кыргызстана говорит о том, что вот выборы в парламент, они всегда выступают катализатором или, не дай бог, политической нестабильности, там, революции, или как вы их можете назвать по-любому. Поэтому здесь, к сожалению, так сложилось, что это вызывает как бы диссонанс, да, больших событий, и потом мы можем видеть события, которые, может быть, там, год назад прошли, других период проходило. И это все говорит о том, что, во-первых, за 30 лет у нас не создана так называемая политическая институциализация, нету исторической политической памяти, в том плане, что каждый раз когда приходит электоральный выбор, мы по новой начинают партии, профессиональные политики опять воспроизводить или старую модель, или какую-то модель, которая, может быть, не совсем может быть прижиться в Кыргызстане или в других странах, но они ее пытаются использовать, конечно, на кыргызский вариант. И, соответственно, конечно, результат мы видим не совсем тот, который бы мы хотели. Я, безусловно, согласен, что сегодня в Кыргызстане уже год совершенно другая политическая реальность, совершенно другой политический ландшафт. Мы видели это и весной, когда референдум прошел, выборы президента, принятие новой конституции. То есть, правильно говорили передо мной спикеры в том плане, что сегодня совершенно другая политическая, экономическая модель будет и, соответственно, выводы. И, к сожалению, вот сейчас идут выборы, и мы видим, что политические партии, которые выступают, будут участвовать в парламентских. Во-первых, я могу сказать, это мое личное мнение, политическое поле Кыргызстана оно сильно деградировало. Вообще, что такое вообще политическое поле? Это такое пространство, сфера, где политические акторы, партии, профессиональные политики конкурируют между собой путем программ, идей и так далее. Но, к сожалению, смотря политические программы партий, мы видим, что многие из них это сделали ребрендинг, да? То есть они поменяли название, и мы, в принципе, знаем их возможности электоральные, какие-то программы. Нету ярких программ в том смысле, которые бы соответствовали сегодня изменившей ситуации. Очень много популизма. Безусловно, есть открытая часть, есть закрытая часть, о которой вы прекрасно знаете. И, соответственно, конечно, по идее должно было быть, чтобы люди конкурировали программами, концепциями, каким-то анализом событий. К сожалению, мы этого не видим или видим в таком усеченном варианте. Может быть, связано это с тем, что кому-то не хватает бюджета, ярких таких мы не видим даже предвыборных каких-то процессов, и у многих даже удивляется, кто-то раздражается тем, что старые баннеры используют, методы, агитационной партии, кто-то говорит, что кто-то работает в одномандатных по старинке. То есть все эти элементы существуют. С одной стороны, я думаю, это связано с тем, что, во-первых, профессиональные политики, которые в Кыргызстане есть, которые занимаются этим уже, может быть, 30 лет, 25, их можно тоже понять, потому что их природа такова, что они всегда будут воспроизводить ту политическую продукцию, которую они использовали последние 25 лет. Соответственно, новых идей, новых мыслей очень трудно. Те политические силы, которые в Кыргызстане, может быть, так называемые молодые политики, в кавычках, конечно, воспроизводили, они в силу разных причин, может быть, у них опыта нету, может быть, возможностей нету, но они не могут создать, потому что все-таки основная проблема парламентских выборов и вообще выборов в Кыргызстане – это отсутствие нормальной политической продукции как таковой. Если брать, что политическое поле – это спрос и предложение, то, безусловно, все, кто там участвует, политические партии, профессиональные политики, они предложение делают какое-то избирателю, и, соответственно, обычно это или какие-то популистские заявления, какие-то решения экономических вопросов. Но, к сожалению, мы не видим таких мощных идей, которые бы объединяли все общество.